Друзья, всем привет! Как мы видим, мы опять на реке. И сегодня нас ожидает дальняя поездка. Ну а если у нас ожидает дальняя поездка, значит мы продолжаем испытывать наш мотор Шармакс на те или иные возможности. В общем, данный мотор уже прошел обкатку. Спалили уже 2 бака бензина. Примерное расстояние замерял. Но сегодня хочу конкретно замерить, на сколько литров хватит, на сколько километров хватит бака бензина. Выезжаем далеко. Взял с собой НЗ бензин. Вот литра, наверное, 3,5-4. И тут полный бак под завязку. 24 литра. Полный бак сегодня заправил. Заправляю чуть больше нормы. Не 1,50, допустим, а на 5 литров бензина. Вот у меня мерка такая 5, чуть больше, чуть-чуть жирнее смесь у меня получается. Думаю, маслом кашу не испортишь. Все, сейчас достаю телефон, включаю спидометр, и с того момента, как мы тронемся в путь, начинаем измерять. По приезду спидометр выключаю, смотрим, сколько километров и сколько в баке осталось бензина. Поехали. Вода у нас продолжает падать. Не знаю, получится ли у нас сейчас еще выскочить отсюда через камни. Потому что с прошлого раза, как мы сюда заехали, вода упала. Ладно. Если гора не идет к Магомеду, толкнемся с носу. Рыбачить мы сегодня не будем, так как день короткий. Ягоды собирать сегодня тоже не будем. Но наши ловушечки мы проверим. Ну и заодно кинем вот такие вот ловушки с медной проволоки, раскладные. Это мы будем на озере. Поближе познакомлю. Лодку оставим, сбегаем. Если попались, не попались живцы, закинем в садок. И закинем новые ловушки, потому что Серега, Саня кидали эти ловушки на другое озеро, и там сказали, что гальян не влетел. Так, все, опять пристань надо будет менять, вставать на более глубокие места. Вот такая вот река Печора у нас. Сентябрь месяц, 5 число. И народ весь собирает картошку. Мы пока еще не начинали. Подкачаем подсос. Со второго раза. На улице тепло. Так, уже хотели включить навигатор, спидометр вернее. Все, начало. Вон 0 километров. Поехали. Будет, ну, полдороги по течению, полдороги против течения. Выберем среднюю скорость, не на полных оборотах, не на малых, а на средних. Вот где-то примерно против течения это будет километров, наверное, 20. Пусть, скажем, средняя скорость вот такая. Сейчас. По течению будет немного больше. Нет, против течения даже будет, наверное, километров 17, я так думаю. Как раз вот такие средние обороты. Потому что 20 это уже полный газ будет. И экономично. Вот где-то так, достаточно. Даже чуть меньше. 18 километров в час. Это против течения. Пойдем чуть быстрее. И замеряем конкретно сколько километров. Вон 250-270 метров мы уже проехали. Все. Убираем телефон и больше не достаем, чтобы случайно не выключить его. Пару раз такое уже было. Все. Вот сюда вот убираем.
топлива. Мы замерим сегодня, сколько расход топлива на этом моторе. Блин, не успел камеру включить. В общем, подхожу к своим палкам, только бросил весь хлам, ловушки, ведро вот это бросил, с кустов вот этих, не заметил, поднимается стая черков, штук 6, наверное, было. Одну зацепила, упала куда-то сейчас в кусты прямо, блин. Видел прямо отчетливо, куда-то в районе вот тех вот березок, наверное, куст упала. Не знаю, насмерть или остальные кругаля сделали, ушли. Так. Надо будет пойти поискать. Блин, подняли, все бросил уже в лед. Бабахнул. Всегда же оставляю все заранее, блин. Заставляю все. Пешком проверяю. Закон подлости. Первый раз все в спешке это, блин. Думаю, дойду до места, аккуратно положу, потом посмотрю уток. Нет, блин. Все через Ж, блин. Если упала на повал, где-то вот в этих кустах она упала, то, возможно, найду. Но если под ранком, она может куда-то и убежать, блин. Где вот такой траве найти? Вот была бы собака. Надо все-таки собаку натаскивать уже, наверное. А где он найти? Тут я смородину собирал. Сейчас ее найти будет здесь очень и очень сложно. Куда-то сюда упала. Ладно, друзья. Поищу немножко. Как найду, сделаем включением, если найду. О, бутылку водки уже нашел. Или что это такое? Партнтвейн. 3 семерки. Кто-то выпил и бросил бутылку. А утки нет. Ладно, выключаемся пока. Поищем. Минут 15-20, наверное, потерянного времени. Уже хотел было идти, но все-таки упрямство приносит результаты. Все-таки я нашел своего черочка. Вон. Я сначала думал, живой что ли. Нет, он уже все готовый. Вот такой вот черочек. Все. С полем. Мелкий, но, друзья, поверьте, он самый вкусный, самая вкусная утка — это черок. Все больше нравится. Не знаю, добуду ли я сегодня еще чего-нибудь, но тот черок в морозилке ждет его. Так что 2 черочка — это уже бульончик будет, шулемчик хороший. Вот Янцкадан. Все-таки не зря я эту кочергу с собой таскаю. Ладно, это уже хорошо. Это уже просто здорово. Так, ну а сейчас мы проверяем наши ловушки и закидываем новые ловушки с медной проволокой. Сначала проверим, потом закинем, да. Как и что, подробно все покажу. Но сначала сделаем проверочку. Сегодняшнюю проверку мы начинаем с противоположного конца. Обычно с раколовки начинали, потом таскали этих всех живцов. Сегодня, думаю, раколовка, если сработала, начнем с другого конца, где надежды поменьше. Так, здесь у нас верша. О, немножко есть. Немножко есть, уже хорошо. Вон, олимчики падают.
Не пусто, уже хорошо. Все-таки чуть-чуть улетело. Раз, два, три, 4. 4 гальяна. Это уже хорошо. Раз. О. 2. 3. И 4. Один он какой жирный. 4 гальянчика. Дальше все как обычно. Опа. И один гальянчик подох, его кто-то съел. Заячаился, сдох, его кто-то погрызли, то ли жуки-плавунцы, то ли кто. Кто-то умирает, для кого-то это пища. Не знаю, почему вершу лезут плохо. Ну, спасибо и на этом. 4 гальяна. Так, ну вот закинули немножко свежего комбикорма. И раз. Ловите. Так, поехали дальше. Вторая верша пустая. Ну, пустая так пустая. Даже закидывать тебе ничего не будем. Нечего времени тратить на вас. Не захот... Я скоро эти все верши подниму. В общем, попробую это еще ловушки с медной проволокой. По идее, они теоретически должны ловить. Как-то они давным-давно уже без ничего туда налезли. А с комбикормом, я думаю, если мешочек поставить, то должен быть результат. А если нет, заказал на Озоне еще раз, два, три, 4, 5, 6 раколовок. Поставим и, думаю, запас на зиму мы должны поймать. Вот такие бутылки тоже бы можно, конечно, сделать. Я так думаю, они тоже, по идее, должны работать. Ну да, как мы видим, есть результат. Вот бутылка это тоже работает. Вон. Раз. 2. Так, это речной. Не нужен. Где речной еще? Речной убираю, потому что они сдохнут все равно и будут вонять. Вон. Еще налимчики речной. Еще речной. Еще речной. Сколько их тут? Еще речной и налимчик. Еще 2 речных. Одни речные залетели. Вон озерный. 3. Так, речной и налим. 2 речных и налимчик. Речной. 2 налимчика. Вот озерный красавчик. Эти речной плавунец. Вот озерный еще один. 5 вроде бы. Речной и плавунец. 2 речных и плавунец. Откуда здесь речных столько? Он озерный. Речной. Налимчик. Видно, надеюсь, да? Я камеру не проверяю, может не видно ни хрена. Речной и плавунец. Озерный. Речной и плавунец. Озерный. 3 речных и 2 плавунца.
Так, ну, не густо, но и не пусто. Очень много ненужного хлама влетело речных. Речных не берем, берем только озерных. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 12 или 13 стало. Ну и то хорошо. Речные просто подохнут в одной тюрьме, в одном садке с озерными. Будут разлагаться, тухнуть. И сдохнут все остальные. И озерные тоже. Так что речных, если надо будет, мы... Их надо или отдельно, отдельную емкость куда-то. Надо было, да, отдельное ведро для них взять. Что-то я не догадался. И в отдельную пятишку их точно. Если подохнут, то подохнут сами по себе. Крупные речные гальяны. Что-то действительно будем брать, если еще попадут. А уже не попадут сейчас здесь. Если попадут, то только в раколовку. Здесь у нас осталось еще 2 верши и раколовка. Так, смотрим вершу. О, 3 штучки. Кучка из 3 штучек. Ну, не пусто, и то хорошо. Не пусто, скажи, и то хорошо. Так. 1, 2, 3. Вот так вот потихоньку и делаем запас на зиму. Он какой здоровый, его хоть самого жарь. Закинем немножко свежего комбикорма. Включаемся на следующей проверке. Так, ну что, смотрим дальше. Тут у нас верша. Пустая. Почему-то. Комбикорм там немного есть, видать. Что-то не хочет. Давай поперек поставлю вот так вот. Блин, первую проверку здесь она хорошо ловила. Вот так попробуем поперек поставить. Ну, и наконец-то наша раколовочка. Вся надежда на тебя. Вся надежда на тебя. Вон, как мы видим, гальяны плавают. О. Уже вижу по раколовке что-то очень и очень много. Она даже неподъемная у нас. Может быть, возможно, опять залезли туда караси. Но я даже поднять не могу. Да, караси тоже есть. Чтобы не порвать, сейчас аккуратно. Вот так вот. Да, у нас опять прилетели караси. Так что опять у нас будет жареха. Караси карасями. Но также там есть и гальяны. Вон сколько. Несколько карасей мелких пойдут для живцов на жерлицы. Крупные возьму на жареху. В прошлый раз полакомились неплохо. И несколько гальянов. Вон даже какой карась. Влетел. Отлично. Отличные карасики. Вот такие вот пойдут на жерлицы. Карасики, они живучие. В общем, вот такая вот у нас, друзья, проверочка вышла. Гальянчики тоже есть. Так что раколовка работает. Не знаю, какие придут раколовки. На Озоне они очень дорогие. Заказал на Вальберисе, короче. Выбор всякий. От маленьких до больших. Посмотрим, что придет. Надеюсь, если будет погода, мы еще успеем половить. А у нас где-то уже получается около 120 живцов поймано. 130 даже, наверное, где-то гальянов озерных. Это очень хороший результат. Что-то будем использовать осенью.
по открытой воде ловить налима. Ну а все то, что останется, будем, дай бог, сохранить. Будем ловить подледной рыбалкой. Налима, щуку. В общем, хищную рыбу. Как-то вот так. Сейчас все это убираю. Живцов в садки. Вот приготовил для них уж садки. И закинем, покажу, как раскладываются медные ловушки с медной проволоки. И закинем вместе с вами новые ловушки. Так, ну вот, пол дела сделано. Ловушки проверены. Живцы в садках. Караси в ведре. Осталось закинуть наши ловушки из медной проволоки. Вот, в принципе, и здесь 2 штуки. Пацаны их уже закидывали. Но, говорит, ничего не зашло, кроме одного маленького карася. Закидывали они, Серега с Аней, на другом озере. В общем, сейчас одену камеру на голову и попробую показать, что это у нас за конструкция. Вот. Обыкновенная стальная проволока, вот так вот квадратиками, и связанная морда. Как видим, она складная. Пацаны вот повесили носок. Не знаю, что они в носок закинули. Может, от запаха носка рыба не полезла туда. Не знаю. Об этом история умалчивает. Вот такой вот вход. Там открывается задняя дверца и высыпается рыба. В принципе, такие морды вяжут для ловли окуня. Ну, тут ячея очень мелкая, как бы. Очень много мелкого окуня попадает. Я перестал ловить. Она в будке у меня валялась. Думаю, попробуем найти применение в ловле живца. Так, это у нас с маленьким поплавком. Значит, чуть-чуть палочки короче. Вот заранее приготовил такие распорки. 2 по длине, 2 покороче. С одной стороны упор такой. С другой стороны вырезал ножичком. Так, теперь нам это дело надо распереть куда-нибудь вот так вот. Раз. С одной стороны. Можно с 4, если есть желание. Но я так думаю, с 2 вполне достаточно. Раз. И раз. Нет. Раз и раз. Вот так вот, не знаю. Можно было немножко подлиннее распорочки, но что получилось, то получилось. Надеюсь, выдержат, не упадут. В идеале было просунуть, конечно, здесь, чтобы уже точно держались, чтобы не потерять их. В общем, понятно, да? Сейчас вот это привязываем к палке длинной. И закидываем. Вот если с лодки кидали, вот обычно на такую веревку, на такую глубину, и поплавочек скрытный, чтобы народ не видел, а то воришек достаточно. Таким же макаром сейчас делаем вторую тюрьму, ловушку, и закинем тоже в одну кучу. Здесь уже место прикормлено. Здесь у нас голяна зерна есть, карась есть. Думаю, что-нибудь да зайдет. А что зайдет, друзья, мы увидим при следующей проверке. Все. На первый раз попробую даже ничего не закидывать. Не знаю, что у нас в носках. В принципе, в ловушку из медной проволоки рыба должна сама заходить от блеска меди. Посмотрим, что будет. Если что, потом, если уже ничего не поймаем, в следующий раз закинем мешочек с комбикормом. Как-то вот так.
Видели, да, сколько было уток? И одна вроде бы села. Все улетели, одна села. Пробуем ее добыть, если получится. Если получится. Что-то я не видел, чтобы она взлетела. На всякий случай приготовимся. Вроде бы села. Не показалось же мне. Где-то здесь она, в траве. Надо попробовать, если взлетит, при взлете попасть. Ну где ты? Где ты? Тебе мне очень не хватает. Где ты? Ну, где ты? В траву зашла? Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Ну, взлетай. Взлетай, взлетай. Где ты? Что, не показалось, что ли, блин? Не. Значит, показалось. Значит, показалось. Так, ладно, камеру пока не выключаем. Вдруг она еще взлетит. Вдруг она затихарилась где-то. Есть. Попали. Попали, попали. Вот так вот. И с выключенным мотором. Включаем мотор. Ну, ёшкин кот. Теперь вот точно есть уже. Или еще нет? На.
где сачок. Вот так вот. Как-то вот так. Не зря заезжали. Еще одна удочка добыта. Где ты? А вот она. Еще живая. Еще может нырять. Ёшкин ты кот. Блин, разнесет же. Как-то вот так. Пять патронов сожрала, блин. Ух ты, блин. Чуть бы не было. Понимаю, она бы далеко не унырнула, но бывает всякое. Не раз уже терял так подранков. Экономить патроны не вижу смысла. Заехал в Курью, потому что залетела отсюда стая уток и видел, одна села. Но пока я ее искал, сами видели, смотрю, налетает. Заглушил мотор. Заглушил мотор. И в лед шибанул уточку. Правда, пришлось 4 патрона добивать. Что это у нас? По голове стрелял, чисто по черепу. Это у нас походу связь. Это у нас походу связь. Далеко бы она, конечно, не ныряла, но могла уйти на берег и убежать в траву, и без собак я бы ее уже не нашел. А так он чисто по черепку вот ударил, выстрелил. Вот еще одна уточка. Ну теперь шулюмчик уже точно будет. Такая уточка, чирок, и еще у нас в морозилке один чирок есть. Так что все хорошо. Поехали дальше.
Ну вот и приехали. Так, в одну сторону у нас стало 44 километра 0,5, ну 44, грубо говоря. Это в одну сторону. Грубо говоря, столько же еще примерно в другую сторону. Что у нас по расходу за 44 километра? Мы, наверное, ничего посмотреть сейчас пока не можем. Ну, даже не полный бак, но больше половины бака еще есть. Так видно, нет? А, видно, да. Грубо говоря, полбака. Чуть больше половины бака, но здесь у нас сужение, здесь у нас пошире. Так что посчитаем по приезду. Ну все, друзья, дело сделано. Осталось теперь обратно подняться против течения. Надеюсь, до темноты успею. Время уже 10 минут 5. Ну, пару часов, я думаю, поднимусь. Обратно будем подниматься вдвоем. Сейчас еще человечка возьму. И потом уже по приезду посмотрим, сколько топлива съела и сколько километров проехали всего. Поехали. Где-то около 150 килограмм загрузили, 150-170 где-то так. И как ни странно, лодка пошла быстрее. Вот нос перестала поднимать, я могу дать газу чуть побольше. Вот, я могу даже вот поднять. Но это не стоит. Вот. Чуть выше среднего. Надо, короче, чувствовать. И вот, нос не поднимает, и лодка пошла уже получше. Сейчас замерим скорость. 18 километров в час едем сейчас. 18. По идее это можно, но прибавится не намного, а расход топлива уже больше будет. Мощи-то есть у него, дури-то хватает, а смысла нету, потому что скорость это не та лодка, чтобы быстро ехать. Вон 21 километр в час против течения, да, 21. Это еще на перекате здесь. На тиховоде где-то 23, наверное, даст. Вот. А так самое оптимально вот. Чуть-чуть выше среднего так делаешь, это меньше вот так. И уже как бы и расход тише не намного, а расход чуть ли не в 2 раза получается. О, 16 километров в час, 16, 17 самое то получается. А вот Мерк 4-тактный у меня был примерно с этой загрузкой такой же. 17 на максимуме выжимал, то есть он быстрее не может, у него мощей маловато. Но бляха экономный.
И у него мерк наполовину делаешь, получается, километров 15 едет, он тише. Ну и расход там вообще на чистом бензине вообще мало ест. Я сейчас хочу замерить общее расстояние и сколько сожрало, ну, примерно прикинуть, чтобы знать на будущее. На казанке бы уже давно мотор съели. Конечно. Вот мы дом, да, идем? Да. Если я помню, еще чуть-чуть. Так, в общем, грубо говоря, 79,90, практически 80 километров. Это вот такой кружок Русанова, Тимушбор, Скаляп, Мирный. Но я еще не сразу включился там, с паузы не успел снять. Так, ставим 70, где-то примерно 82 километра примерно. Кругаля мы дали. Все, ставим сначала паузу. Ну что паузу? Короче, округляем 80 километров. Стоп. 80 километров. Итого, что мы имеем? 80 километров, грубо говоря, 40 туда, вниз, 40 обратно. Что у нас по бензу съело?
Так. Как бы сейчас это посмотреть бы точнее, то солнца нету, наверное, не увидишь. Это если только вот так вот ровненько поставить. Ровненько поставить. Так. Где у нас лампочка-то? Вот она. Так, вон. И здесь мы видим вот так вот примерно треть бака примерно осталось, если в горизонтальном положении. Если в вертикальном, жалко нету мерки. Вот. Вот так вот. Ну да. 2/3 спалили, треть осталась. 24 разделим на 3, 8, 8, 16 литров. Грубо говоря, примерно 16 литров на 80 километров. Это много, мало, как? Ведь нормально? На 80 километров 16 литров примерно. А? Немного же. Ну, на казанке, я думаю, съело бы еще меньше. Потому что, как бы, на средних оборотах. Пишите в комментариях, много это или мало, кто как думает. Как-то вот так. Прошел еще один день. Вы сами видели, с пользой для дела. Ну и заодно проверили, сколько кушает наш мотор Шармакс. Теперь мы примерно будем знать, теперь мы будем примерно рассчитывать, сколько бензина убрать на сколько километров. Как-то вот так. Всем спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.